Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Акционерная компания «Железные дороги Якутии» успешно завершила зимний этап северного завоза этого года до закрытия ледовой переправы. Ключевым итогом стало увеличение переработки грузов на станции Нижний Бестяк за первый квартал. С какими результатами компания подошла к открытию навигации, мы сегодня поговорим. Гость на студии Алексей Местников, заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «Железные дороги Якутии». Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте об итогах. С какими результатами компания подошла к открытию навигации, важному этапу для нашей республики? Да, действительно, зимний завоз грузов в республику нами завершен успешно. До закрытия ледовой переправы мы перевезли все груза. Ну, если быть точным, то это до 12 апреля. Все груза были перенаправлены в город Якутск. И это стало возможным благодаря такой плотной работе с российскими железными дорогами и прежде всего это с нашим Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Ну и, конечно же, мы использовали ключевой фактор по технологии управляемой отправки контейнерных поездов по жесткому графику. Собственного терминала с Подмосковья, это Столбовая. Ну и, соответственно, за 3 месяца текущего года на станции Нижний Бестяк переработано более 550 тысяч тонн грузов. Это на 11% выше прошлого года. Рост наблюдается по всей номенклатуре грузов. Это продовольствие, топливо, строительные груза. Тем не менее, в первом квартале 2026 года наблюдается спад. В целом грузопотока мы перевезли всего 1,8 миллиона тонн грузов. Значит, это связано с падением экспорта угля, который как бы подвержен разным факторам. Да? Тем не менее, мы планируем догнать свои планы по перевозкам. И по итогам этого года планируем перевести 8 миллионов тонн. Это плюсом 8% к прошлому году. Значит, наблюдается в текущем году, то есть планируется то, что вот мы там построили новую станцию ТИТ, откуда отгружается железная руда. Мы в прошлом году перевезли 825 тысяч тонн железной руды. Ну и, соответственно, в этом году мы планируем перевести 1 миллион тонн. Ну и порядка 40-50 тысяч тонн строительных материалов мы планируем перевести для Ленского моста. Если говорить о географии ваших логистических проектов, насколько я понимаю, она расширяется. Вот мы поговорили о значительном ускорении перевозки грузов благодаря станции Столбовая в Московской области. Есть еще, насколько я знаю, терминалы в Подмосковье, представительство в Москве, Новосибирске. Летом прошлого года открыли еще и терминал в Минске, в Беларуси. Да. Чего удалось достичь вот именно на этом направлении? Ну, Беларусь — это наш стратегический партнер. Значит, уверены, что открытие Минского представительства, которое работает по принципу единого окна, даст импульс по росту грузопотока из этого направления. Значит, мы уже наблюдаем, что набирает темп поставка товаров из Беларуси через представительство железных дорог Якутии, да, которые, как я сказал, уже работают по принципу единого окна. Значит, суть вообще этого проекта заключается в том, что наши грузополучатели будут иметь поставки напрямую, без посредников, от непосредственно самих поставщиков и производителей. Ну и, соответственно, это сыграет на себестоимости конечной продукции. Ну вот я об этом хотел спросить. Перевести любой товар через, условно, Москва-Якутск, это уже определенная стоимость. Здесь мы еще стоимости добавляем Минск, Москва, Якутск. То есть это большое расстояние. Как это расстояние сказывается на цене исходного товара, даже если мы перевозим без посредника? Да, если смотреть по дням логистики, да, по срокам доставки, то у нас со станции Столбовой, из московского узла, контейнерные поезда перевозятся за 2 недели, 14 дней. Да. Плюсом из Минска это еще плюс 5 дней. То есть мы за 19 дней доставляем груза из Беларуси. Что возим?
из Беларуси? Ну, Какие грузы? вот сейчас наши предприниматели заинтересованы в поставке продуктов питания, конечно же, прежде всего. Да? Мы уже в магазинах наблюдаем на сегодня уже белорусские товары. Вот. Но я не хочу сказать, что это все поставляется через железную дорогу. Мы в этом направлении работаем. Нами закуплены рефрижераторные контейнера, да, которые обеспечивают необходимый температурный режим. Сохранность. Да, сохранность. И, соответственно, мы планируем перевозить эти товары в этих контейнерах. Хочу поговорить еще и про географию пассажирских перевозок, тоже немаловажная часть работы. Какие направления сегодня приоритетные, где курсируют поезда? И особенно хочется поговорить про маршрут Нижний Бестях-Владивосток, особенно в преддверии летнего сезона. Планируется ли увеличение количества мест? Ну, наши пассажирские поезда связывают Якутию со всем Дальним Востоком, ну и с Сибирью, да. Но основные наши маршруты из Нижнего Бестяха до Тынды, Благовещенска, Владивостока и Иркутска. До Тынды и Благовещенска у нас идут цельные поезда, а до остальных направлений, это это Владивосток и Иркутск, идут уже беспересадочные вагоны, ну, которые курсируют ежедневно. Значит, эти маршруты покрывают все крупные города Дальнего Востока, ну и Сибирь, это до Иркутска, да. Значит, вы, да, правильно подчеркнули, что феноменальный спрос на такие направления, как Владивосток и Благовещенск. Летом продажи открываются у нас за 90 суток, ну и, соответственно, мы наблюдаем, что билеты заканчиваются там буквально за несколько часов порой, да и несколько дней, вот, из-за высокого спроса, да. Но это мы связываем с введением безвизового режима с Китаем. Да, это до Благовещенска, да, турпоток вырос у нас. Ну и, соответственно, Владивосток у нас является излюбленным местом отдыха для якутян. Вот. Ну и особенно в сезон отпусков в летний период, в летний и осенний период. Ну и, конечно, чтобы удовлетворить спрос, мы, значит, увеличиваем парк наших пассажирских вагонов. В прошлом году мы закупили 3 пассажирских вагона, и в этом году тоже по инвестиционной программе планируем приобрести дополнительно 3 пассажирских вагона. Контракты с Трансмашхолдингом уже заключены, и эти вагоны в этом году уже будут, надеемся, будут курсировать в этих направлениях. Ну и в дальнейшем мы также предполагаем увеличивать парк наших пассажирских вагонов, чтобы удовлетворить спрос. Вот, к слову, хочу поговорить о связи с Китаем, международном транспортном переходе Джалинда-Махэ, если быть конкретнее. Как развитие вот этого вот коридора повлияет в целом на грузопоток, как и когда заработает участок Сковородино-Рейново? Ну, я бы хотел остановиться на том, что мы в целом занимаемся большим проектом Северо-Восточного транспортного коридора, да, вот, который должен снять серьезные инфраструктурные ограничения, которые есть на Дальнем Востоке по Транссибу и БАМу. Вот, значит, он у нас состоит из 2 проектов крупных. Это международный транспортный переход, как вы сказали, Джалинда-Махэ, который включает в себя реконструкцию железнодорожной ветки 68 километров, что мы сейчас делаем. Ну и, соответственно, это обеспечит кратчайший выход нашей промышленности в Китай. Вот. Ну и второй очень крупный масштабный проект — это строительство новой железнодорожной линии Нижний Бестях-Магадан. Ну, это связь со всем северо-востоком нашей страны, да, железнодорожной. Да. Это позволит нашей промышленности выйти, как я уже сказал, кратчайшим путем до Китайской Народной Республики. Каков его статус сегодня? Я понимаю, что это проект, что проект грандиозный, затратный, требующий больших и финансовых влияний, вложений, и человеческих ресурсов, тем не менее. Ну, если говорить отдельно по проектам, то проект Джалинда-Махэ, он уже такой в стадии реализации. Мы туда уже зашли, мы уже делаем реконструкцию участка Сковородино-Рейново, значит, и в текущем году уже планируем построить первые 20 километров из 68. Вот. Значит, соответственно, там есть частный инвестор, который делает реконструкцию смешанного пункта пропуска Джалинда.
с планами завершения уже в текущем году. И мы в этом году уже с 10-го километра повезем груза через пункт пропуска. Да, но есть такие планы у нас. Сковородино-Рейново — это, я насколько понимаю, Амурская область. Да, Сковородино-Рейново — это Амурская область. И я хотел бы сказать, что этот проект у нас тоже выполняется поэтапно. Первым этапом, как я сказал, мы перевозим по железной дороге груза, потом, значит, переваливаем на автомобильный транспорт, и автотранспортом уже переходим границу, да, вот, через этот смешанный пункт пропуска. А вторым этапом планируется строительство мостового сооружения через реку Амур. Мы в этом проекте тоже планируем участвовать. Вот, строительство мостового перехода мы где-то видим реализацию в течение 3 лет с момента реализации. Если оценивать какие-то экономические эффекты и для республики, и для страны от строительства этого перехода, как можно сегодня посчитать то, как этот объем грузопотока повлияет на нашу экономику? И можно ли? Или уже посчитали? Ну, вы знаете, у нас есть своя финансовая модель, да, по окупаемости проекта, вот, за счет нашей общей хозяйственной деятельности. Ну и хотелось бы отметить, что реализация проектов имеет колоссальный мультипликативный эффект. Вот. На текущий момент возможности республики по экспорту угольной продукции, они гораздо высоки, но все это ограничивается логистикой. Вы сами понимаете, что страна повернулась на восток сегодня, и Байкало-Амурская магистраль и Транссибирская магистраль, они перегружены. Все идет на восточные порты, да? Ну и нашим якутским грузам сложно конкурировать и выходить по этим маршрутам. А Джалинда-Махе переход — это своего рода панацея. Она идет перпендикулярно, не пересекает эти маршруты, то есть позволяет экспортные грузы проходить уже как безболезненно. И что самое главное, быстрее, что называется, скорость в этом деле напрямую влияет на цены и на то, конечно, когда наши партнеры получают эти... Да. Ну, и сам принцип реализации вот этих проектов, мы не зарабатываем на строительстве этих проектов. Мы, наоборот, хотим как можно, не дешевле, но как можно, так сказать, эффективнее построить их, чтобы не было возврата инвестиций за счет наших грузоотправителей, ну и китайских грузополучателей, чтобы было больше объемов перевозок. Ну и что самое главное, чтобы эти перевозки были качественными и быстрыми. Алексей Александрович, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Вы смотрели актуальное интервью. До встречи.